В чем разница между закупщиком и категорийным менеджером? Сейчас это довольно модное слово «категорийный менеджер», и обычно они реально полноценно работают только в больших торговых сетях, как Ашан, Пятерочка, Магнум и так далее. А в малом и среднем бизнесе сложно сделать так, чтобы этот человек полностью весь функционал контролировал. Давайте объясню, в чем разница между категорийным менеджером и закупщиком. Меня зовут Джилстан Табун, я основатель консалтингового центра Focus Pro и автор системы управления ассортиментом «Категорийный менеджмент для малого и среднего бизнеса». За 7 лет мы внедрили эту систему для 600 разных организаций из России и Казахстана. При этом эта система категорийный менеджмент, она довольно сложная и в основном используют только большие корпорации, большие организации. И мы его упростили под малый и средний бизнес. Почему мы это сделали? Потому что мне пришлось это сделать. Я вырос в семье предпринимателей, и у них, когда росли магазины каждый год, сложно было управлять всем процессом. И мы вот международную систему категорийный менеджмент адаптировали под семейный бизнес, где у нас работает сейчас 100 человек, 6 разных магазинов. И в итоге сложную систему мы адаптировали под малый и средний бизнес и сейчас помогаем внедрить также другим организациям из России и Казахстана. Чтобы понять, кто такой категорийный менеджер, нужно понять 7 этапов управления ассортиментом. Первый этап – это понимание спроса на каждую категорию товаров, на каждый товар. Если у вас товаров 1000 товарных позиций, то нужно понимать спрос на каждый товар. Если 10 тысяч, то нужно понимать спрос на каждый товар. У нас в семейном бизнесе 70 тысяч товарных позиций активных. Если в базе 1С 500 тысяч. И нам приходится анализировать каждый товар, спрос на каждую товарную номенклатуру. Для этого мы ежемесячно, еженедельно, ежегодно анализируем спрос на этот товар 10 штук, спрос на этот товар 1 штука, а на это 100 штук. И только после этого нужно делать точечный закуп под спрос на эту категорию товара, на этот сезон, на этот год. И потом делать разную логистику, что-то самолетом, что-то землей, что-то часто, что-то редко. И делать разные цены на разные категории товаров. Где-то может быть и нулевая наценка, а где-то 300%. Выкладка должна быть разная в зависимости от прибыльности категории. Реклама должна быть относительно спроса. Если спрос большой, рекламируем, если спрос нулевой, не рекламируем. И отдел продаж, продавцы должны знать наизусть только 20% самых приоритетных категорий товаров. И это 7 этапов управления ассортиментом, который должен контролировать категорийный менеджер. Обычно закупщик, он только второй этап делает. Делает точечный закуп, но возможно не под спрос, потому что он не анализирует спрос. Чтобы анализировать спрос, нужно реально анализировать продажи по месяцам, по неделям, по сезонам. При этом изучать тренды, ездить на выставки, делать анализ конкурентов, делать опросы у клиентов. Нужно чувствовать спрос. И многие закупщики на это не заточены. Они максимум, что они делают, это закуп и логистику. И при этом они вообще не занимаются ценообразованием, выкладкой, рекламой, продажами. Это в основном делают те, кто больше чувствует клиента и работает на полях. И при этом они тоже слишком зациклены на текущие продажи, из-за этого тоже забывают про спрос. И категорийный менеджер – человек, который связывает все от начала до конца, и у него должно быть время этим заниматься. И поэтому многие закупщики на это не подходят. И при этом, когда нужен категорийный менеджер, когда в команде уже больше 20 человек, то обязательно. Человек, который все это контролирует от начала до конца. Если такого человека не будет, то все это будет контролировать сам предприниматель, владелец, либо же исполнительный директор. Он будет все это контролировать от начала до конца, все товарные позиции, 10 тысяч товарных номенклатур, у него это все будет в голове. Но когда он наймет такого человека и сделает так, чтобы он реально анализировал и влиял на результат, только тогда он может делегировать этот процесс. И только тогда он может заниматься более стратегическими задачами. Как внедрить эту систему? Можем объяснить на первой бесплатной консультации. Напиши по WhatsApp, ссылки в описании, слово «категорийный менеджер» и получите бесплатную консультацию. Ждем вас.